Меня зовут Туяра Павлова, я работаю в историческом парке. Поздравляю вас всех с Днем Республики, и в честь праздника наша сегодняшняя экскурсия будет посвящена историческим личностям, которые внесли свою лепту в развитие нашей республики. Зал Романовой начинается с регионального контента, который посвящен жизнедеятельности Эллея и Тыгына Дархана. Эллей – наш легендарный прародитель, благодаря которому мы имеем нашу национальную культуру. Он первым вооружил в местности Усхатын Могол-Урага, первым станцевал национальный танец Асоха и первым совершил обряд поклонения верхним божествам. Тыгын Дархан – легендарная историческая личность, которая жила в конце 16-го, в начале 17 века. Он был предводителем Кангаласского улуса, и он первым объединил разобщенно живущие роды и племена для того, чтобы создать основы государственности. И отстаивание своих прав началось с первой депутации якутов к русскому царю. Первыми поехали Мазыры Базеков, он был внуком Тыгына Дархана, сын Мымаха, предводителя Намского улуса Нокта Никин, и Мегинский Трек Асюркаев. Они первыми начали отстаивание прав якутского народа. Поехали они в 1676 году с Челобитной к царю Федору Алексеевичу, и их поездка была удачной. В результате их поездки были внедрены послабления в висачном режиме. Путь был очень долгим, опасным. Они ехали на протяжении 2 лет. Они не знали, доедут ли, но ими двигала благая цель. Для того они хотели, чтобы о якутах узнали, они хотели, чтобы их слова были услышаны, и они в этом сделали свой первый очень важный шаг. Спустя 2 века, в 18 веке 60-х годов, первым якутским депутатом в Екатерининскую комиссию, которая занималась составлением нового свода законов, поехал Сафрон Циранов. Это был правнук Мазары Базекова. Прошлый 2019 год в его родном улусе, Кангаласском улусе, был назван годом Сафрона Циранова. Мы отметили его 300-летие. И благодаря этой яркой исторической личности, благодаря его предложениям, были переданы обязанности сбора ясака якутским предводителям. После Сафрона Циранова к Екатерине II с планом о якутах поехал Алексей Аржаков. Он был предводителем Усть-Алданского улуса, выходец из простой рыбацкой бедной семьи, и благодаря тому, что он очень хорошо был образован и он хорошо говорил на русском языке, был очень опытным политиком, философского ума человеком, и создал план о якутах. Это была программа перспективного развития, социально-экономического развития Якутии. Главная мысль этой программы была в следующем. Россия может быть богатой только в том случае, если ее провинции богатые. И Россия должна создавать соответствующие условия, чтобы провинция ее и дальше обогащала. Вот таким вот дипломатическим уклоном он отстаивал открытие училища в Якутии, создание особого совестного якутского суда, переложение тяжких лодок на ссыльных, содержание притрактовых станов силами русских и якутских преступников, назначение в исправники и судебные заседатели сведущих в языке и обычаях якутов. Вместо положенных 15 минут визита к Екатерине II, его визит продлился до 3 часов. Это о многом говорит. Он был высоким, статным человеком, и все его предложения почти были претворены в жизнь. Он первым внес предложение выборным путем выбирать якутского предводителя. Тем самым он открыл путь государственности, и это предложение было реализовано, когда была создана Якутская степная дума.
Наступает время правления императора Александра I, и благодаря его либеральным реформам в 1822 году создается устав об управлении инородцев. И этот устав был составлен реформатором, великим реформатором своего времени Михаилом Михайловичем Спиранским. И благодаря этому уставу была создана, Якутская степная дума. Это был первый представительный орган самоуправления якутов, и это был первый опыт якутского парламентаризма. Якутская степная дума была проводником между простым народом и верховной властью. Депутаты собирались 2 раза в год, весной и осенью, и они решали на своих заседаниях вопросы налогов и обязанностей. И на протяжении десятилетней деятельности, конечно же, этот орган завоевал авторитет большой у простого народа. Они отстаивали политические права народа, и благодаря им были определенные сдвиги и продвижения в политическом и экономическом плане. И благодаря завоеванию авторитета этот орган стал сильной оппозиционной властью. И эта верховной властью, конечно, не понравилось, и после 10 лет деятельности Якутскую степную думу заблокировали. Во время правления Николая II, после Первой русской революции 1905 года, создается Союз якутов в 1905 году под руководством представителя интеллигенции, яркого представителя интеллигенции Василия Васильевича Никифорова-Кулемнюр. И этот союз вносил очень важные, нужные предложения. Он отстаивал представительство из якутов в Государственной Думе. Они отстаивали строительство школ, больниц. И они хотели передать во владение, частное владение все земли простому населению. И таким образом начинается развиваться просвещение в Якутии, стали издаваться первые газеты, первые журналы, открывается первый театр в Якутии, и первую драму написал сам Василий Васильевич Никифоров-Кулемнюр в 1907 году. Им была написана драма «Манчары». Следующая революция, как мы все знаем, свершилась в 1917 году, в феврале. Февральскую революцию в Якутии, конечно же, встретили с восторгом, и был образован Якутский комитет общественной безопасности под руководством Григория Ивановича Петровского, Полицильного. Создаются политические кружки, руководил политическим кружком Емельян Ярославский. Членами этого кружка были Платон Алексеевич Аюнский, Максим Кирович Амосов, Исидор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков, будущие инициаторы принятия автономии. И вот после февральской революции состоялся съезд представителей якутских и русских крестьян. Он работал с 26 марта по 14 апреля, и в результате работы этого съезда была принята резолюция, по которой стали открываться первые национальные школы, стали издаваться буквари на якутском языке. Достигшие 18 лет мужчины и женщины получили право избирательного голоса. Наконец, уравняли в правах женщин с мужчинами, отменили классное землепользование. И стали создаваться профсоюзные органы, стали создаваться общественные движения, и жизнь как бы стала налаживаться, стала утверждаться советская власть. В 1917 году, после февральской революции, в октябре свершилась Октябрьская революция. Владимир Ильич Ленин, руководитель большевиков, и его партия приняли первые важные документы. Декрет о земле, декрет о мире. И первым важным документом была Декларация прав о самоопределении. По этой декларации стали получать статус автономии первые республики. Так, в 1919 году, 23 марта, первой автономной республикой стала Башкирская республика. Затем автономными республиками стали Крымская, Горская, Дагестанская республики.
И в 1920 году нашу Якутию без ведома народа, без согласия сделали районом Иркутской губернии. Это было решение Сибирского ревкома. Конечно же, наши лидеры того периода Максим Кирович Амосов, Сидор Никифорович Барахов, Платон Алексеевич Аюнский, Степан Максимович Аржаков, они интенсивно стали бороться за права своей Якутии, и на протяжении 5 месяцев их борьбы Якутия была отторгнута из Иркутской губернии, но на достигнутом они останавливаться не собирались, они стали бороться за принятие автономии. В течение 2 лет работа велась на 2 фронта. В Москве создают национальное представительство, в Москве работал Максим Кирович Амосов, а в Якутске все документы, которые нужно было отправлять в Москву, делал Платон Алексеевич Аюнский. И они были очень продвинутыми людьми того времени и очень грамотными людьми. Они вели большую просветительскую, агитационную работу. Состояние на то время советской власти было шатким. Люди, посланные из центра, Лебедев, Козлов, Агеев, проводили очень жесткую политику. И несмотря на это, Платон Алексеевич, Максим Кирович, Сидор Никифорович, Степан Максимович выбрали единственно верное решение неуклонно идти к принятию статуса автономии и таким образом дальше развивать свою республику. И 2-летняя борьба увенчалась победой. 27 апреля 1922 году был провозглашен статус автономии, был принят статус автономии Якутии, и команда после принятия статуса автономии, пользуясь новым статусом, развернула большую организационную работу по социально-экономическому развитию. Так начинается с 1923 года организация судоходства, которое в 1928 году перешло в Ленское речное пароходство. С 1925 года начинается осваивание воздушной трассы. 8 октября к нам прилетел первый аэроплан «Соввич». Максим Кирович Амосов говорил, что Якутия прежде всего должна познать себя, должна познать человеческие и природные ресурсы, она должна познать свое прошлое, чтобы построить свое будущее. И в 1925 году, благодаря его отстаиванию, организовывается комплексная экспедиция Академии наук СССР по изучению производительных сил ЯССР. Надо сказать, что Максим Кирович очень скрупулезно, тщательно изучал историю. Он хорошо изучил опыт первых экспедиций в Якутии. И он узнал, что, оказывается, в результате этих экспедиций выделяется из казны государства деньги на строительство учреждений. И вот эта экспедиция 1925 года проработала в Якутии на протяжении 10 лет. Она изучила природные ресурсы. В результате этой экспедиции было открыто, что на территории Якутии есть вся периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Благодаря этой экспедиции в 1934 году в Якутии открывается первое высшее учебное заведение – педагогический институт. На базе этого учебного заведения в 1956 году открывается Якутский государственный университет, ныне Северо-Восточный федеральный университет, который по праву носит имя Максима Кировича Амосова. Платон Алексеевич Аюнский в 1934 году закончил московскую аспирантуру. Он стал первым кандидатом лингвистических наук. Его диссертационная работа «Якутский язык. Пути его развития». И по приезду в родную Якутию он открывает Институт языка и литературы. И он развернул большую организационную работу по сбору фольклорного материала. Благодаря его Аланхо Нюргунбатур Стремительный в 2005 году наш национальный эпос признан национальным шедевром, мировым шедевром ЮНЕСКО. И намеченный
автономистами, командой автономистами «Путь» развивает нас до сих пор. Мы идем и здравствуем благодаря им. И мы должны всегда помнить их яркую жизнь и достойны их жизни. И этими словами я завершаю нашу сегодняшнюю экскурсию. Еще раз всех поздравляю с Днем Республики.